Отечества мы чествуем самый любимый, самый известный в городе коллектив, лауреат многих городских конкурсов, хор «Авиарябинушка». Им сегодня ни много, ни мало. Им сегодня 15 лет. И для вас, уважаемые зрители, они сегодня дарят замечательный концерт, который называется «Главное, ребята, сердцем не стареть». Ваши аплодисменты! Руководитель Арпеник Аксузьян, концертмейстер Валерий Козышев. Ну что, встречайте, хор «Авиарябинушка». Мои
зазвучало еще громче, еще душевнее, и решили они тогда создать свой небольшой самодеятельный коллектив. А назвали они его очень просто – «Рябинушка». Возглавляла тогда коллектив концертмейстер Елена Степановна Малыщенко. И когда ей задали вопрос, а почему назвали «Рябинушка», она ответила: «Лесная ягода поздней осенью очень красива, но на вкус, даже после морозов, она сладковато-горькая. Такова и жизнь пожилых людей. Мы честно жили, добросовестно трудились. Горьких моментов тоже было предостаточно, но главное, мы были счастливы. Поэтому название «Рябинушка» нам подходит по всем статьям. К сожалению, Елены Степановны нет с нами, но ее дело продолжает жить. Ее хор поет, песни звучат, хор продолжает нас радовать своим творчеством. Следующая песня прозвучит в исполнении квартета «Рябина» и посвящается Елене Степановне. Слово директору Дома развития культуры и искусства Ольге Леонидовне Бакулиной. Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. И мы опять на этой сцене. И опять у нас замечательный праздник, юбилей такого замечательного коллектива «Авиарябинушка». Смотрите, какое название. Оно и дисциплина, и праздник, и красиво, и здорово. И юбилей – это всегда праздник, это всегда подарки и цветы. И поэтому от всей души хочется подарить им от нас, Дом развития культуры и искусства, сладкий приз. Но это один из призов, из подарков. А мне очень хочется, пользуясь случаем, что мы находимся сегодня в
в большом таком зале красивом, рассказать о том, что это единственный коллектив в нашем городе, который занимается патриотическим воспитанием молодежи. Это здорово. Давайте поаплодируем. При подготовке к этому мероприятию дисциплина, красота. Посмотрите, они ровно встали, ровно поют, аж мурашки по телу, честно, от души. И сегодня, конечно, хочется еще сказать добрые слова администрации города, управлению культуры за то, что к сегодняшнему концерту мы пытались шить новые костюмы, но вот сегодня только вокальная группа в новых у нас костюмах, но в ближайшее время, конечно, у всего хора будут новые костюмы. Костюмы чуть-чуть, мы буквально сегодня еще иголочки снимали. Поэтому, может быть, что-то мы еще доделаем. Хорошо, что-то мы добавим, что-то мы убавим. Простите, что мы действительно чуть-чуть не успели, мы очень старались. Поэтому вот сегодня хотели показать и поблагодарить вот действительно наших руководителей. И для поздравительного слова, конечно, хочется пригласить на эту сцену начальника управления культуры Елфимова Олега Юрьевича. Девочки, и, естественно, всех мужчин. И передаю слово Олегу Юрьевичу. Спасибо большое. Уважаемые участники хора «Авиа Рябинушка», уважаемая Арпеник Курпеновна, от имени главы администрации города Сыктывкара Ивана Александровича Баздеева, от имени управления культуры, я от всей души хочу поздравить вас с этим красивым юбилеем. В преддверии действительно такого нехорошего мужского праздника Дня защитника Отечества мне хочется выразить вам огромную благодарность за эти 15 лет вашего служения нашему городу Сыктывкару, нашей республике. Сказать вам, уважаемые участники хора, огромное спасибо за ту, наверное, такую незаметную, но очень важную работу, которую вы делаете в этом городе. Потому что любые песни, которые вы несете нашим уважаемым зрителям, это та частичка вашей души, вашей любви, которой вы дарите, которой вы делитесь с теми, кто вас слушает. Спасибо вам огромное за то, что вы вечерами идете на репетиции, за то, что вы учите новые песни, за то, что оставляете своих родных и близких ради вот этого служения и горения на ниве искусства. Низкий вам поклон, большая вам благодарность за то, что вы есть, за то, что вы с нами, и за то, что вы так дружно живете Авиа Рябинушкой все эти 15 лет. От имени главы администрации Арпеник Курпеновна я хочу вручить вам вот этот замечательный букет цветов. Спасибо огромное. Поздравительный адрес. Вот Галина сказала, мы действительно сделаем вам костюмы всему хору в этом году. Которые тогда стояли у истоков создания этого коллектива, стоят сейчас перед вами. Это Маргарита Торопова, ваши аплодисменты, Варвара Терентьева и Галина Колпакова. 15 лет они вот ведут за собой вот этих замечательных людей. Скажите, пожалуйста, Варвара Андреевна, ну неужели вам так нравится петь? Петь я очень люблю. Песня – это моя жизнь. Мы пели и в пургу, и в морозы, и в дождь. Порой даже меня забывали дома. Так что песня – это моя жизнь. Еще раз говорю. Спасибо. Вам аплодисменты. Я знаю, что у вас есть потрясающая песня, которая называется «Очи бирюзовые». Вам слово.
14, руководитель Наталья Осипова. Давайте поддержим, ребят! Пожалуйста, мы ждем вас. Ваши аплодисменты, уважаемые зрители. Наши деда, любимые, родные, поздравляю вас сегодня с юбилеем. И для вас я хочу. Ведь это тоже день. Поздравляю. Повода повернуться назад и еще раз прочувствовать радость, удачи и надежные плечи друзей. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы не только нас, весь город Сыктывкара, весь 17 тысяч инвалидов. Спасибо вам большое. Хотели вручить хору «Авиа Рябинушка» благодарственное письмо от Сыктывкарской городской организации инвалидов. Выражаем благодарность хору «Авиа Рябинушка» во главе с его замечательным руководителем Аксюзьян Арбене Куркеновной за активное участие в выявлении и развитии творческих и исполнительских способностей людей с инвалидностью. За многие годы существования хор «Авиа Рябинушка» превратился из самодеятельного хора в настоящий профессиональный коллектив и стал достоянием и гордостью города Сыктывкара. Мне очень хотелось бы слова сказать личные этому хору, потому что я всегда с такой любовью и ностальгией смотрю на них, восхищаюсь не только потому, что там поет мой любимый министр, но потому что, когда смотришь на них на сцену, то от них настолько веет надежностью, порядком, дисциплиной и верой в будущее. Я точно так же, как до меня выступающие, хочу сказать спасибо вам огромное. Спасибо за то, что, глядя на вас, любой, кто вас слушает и видит, он становится, наверное, чище, серьезнее и более ответственным. Потому что, несмотря даже на то, какую бы вы песню не исполняли, но она несет воспитательную функцию. О определенном признании вашего труда, Артемия Курпеновна, будьте добры, это вам. Вы знаете, вообще для того, чтобы состоялся хор, для того, чтобы они так слаженно пели, наверное, недостаточно иметь только одного желания и таланта. Для того, чтобы это стало настоящим коллективом, нужно приложить огромные усилия. У меня была возможность, я присутствовала на юбилее одного из ваших из репетиции и с отдыха. В общем-то, и, наверное, то, что сегодня сказали, что рябина это неспроста выбрана именно эта ягода. Она еще имеет одно, она очень полезная. И вы для нас очень полезные. Спасибо вам огромное, новых вам творческих успехов, здоровья, счастья абсолютно
вселяете оптимизм, оставайтесь такими красивыми, молодыми, на которых может заглядеться любая молодая женщина. С праздником вас! Калинина и Владимира Сильченко. Потому что мы сейчас переходим как раз к блоку песен к 23 февраля. Поздравляем тебя, ты великий защитник России. Беззаветно и нежно любя, жизнь ей даришь, надежду и силы. Не просто быть мужчиной в нашем веке, быть лучшим победителем, стеной, надежным другом, чутким человеком, стратегом между миром и войной. Салюта праздничные залпы для вас, защитники Отечества, Отчизны. Мы свято верим в наше завтра, ведь вы на страже мирной жизни. Солдату
защитника Отечества, и в преддверии 70-летия Победы мы не могли не включить ее в сегодняшний концерт. Она посвящается всем тем, кого сейчас нет рядом с нами. И так как этих людей связывает небо, поэтому сейчас прозвучит песня «Баллада о военных летчицах». И исполнять эту песню будет авиадиспетчер, которая 42 года отдала управлению воздушным транспортом. Любовь Яченко. Когда вы песни на земле поете, тихонечко вам небо подпоет, погибшие за Родину в полете, мы вечно продолжаем свой полет. Мы ангелами стали поневоле, роняя с крыльев перышки в леса. И в чистом небе, словно в чистом поле, услышите вы наши голоса. Мы вовсе не тени безмолвные, мы ветер и крик журавлей, погибшие в небе за Родину становятся небом над ней. Мы заживо сгорали в самолетах, как факелы победы вам светят, тонули с парашютами в болотах, но воскресали все-таки летя. За всех детей летели сквозь метели, за всех детей сквозь тысячи смертей. Хотя в короткой жизни не успели баюкать своих собственных детей. Мы вовсе не тени безмолвные, мы ветер и крик журавлей, погибшие в небе за Родину становятся небом над ней. Мы стали небом, стали облаками, и, видя с неба наш 20 век, мы тихо прикасаемся
заслуженного пилота России, исполнительного директора фонда имени Николая Кузьмича Банбана Макаренко Владимира Константиновича. Потому что у меня есть в кармане конверт, к которому отношение больше имеет он, чем я, поскольку этот конверт от фонда, имени от фонда, вот, но у нас совместный приветственный адрес и благодарственное письмо. Что хочу сказать? Пригодится на расходе, да. Не уходи, будешь продолжать. Держи. Константинович настаивал на том, чтобы я зачитал, там действительно очень хорошие слова, но это было бы очень банально. Более того, действительно, очень часто встречаемся, очень часто я выступаю перед этим коллективом, и много благодарных слов уже было сказано, и более того, хочется еще сказать. Скажу, что у нас существует традиция. Этот коллектив всегда перед Новым годом, вот такая традиция, приходит в управление гражданской авиации, как оно раньше называлось, теперь называется КОМИ, Межрегиональное управление воздушного транспорта, приходит с концертом. Приходит с концертом, они дают для нашего управления и управления налоговой службы, которая тоже осуществляет свою деятельность в этом же здании, в котором всегда находилось управление гражданской авиации. На 5-м этаже есть зал, мы там встречаемся, они дают концерт. Многие их песни мы слышали неоднократно, тем не менее их хочется еще раз слушать, смотреть, любоваться и самое главное заряжаться тем задором, тем позитивом, который имеет место быть и который не иссякает. Почему? Потому что, мне кажется, они моложе душой, чем некоторые сегодняшние из молодых. Сколько равняться. Андрей Васильевич Ещенко, предыдущий руководитель управления, он сегодня в отъезде, он председатель правления фонда Банбана, а Константин является исполнительным директором, чтобы знали. Он тоже присоединяется к этим поздравлениям, желает добра, счастья, здоровья, всяческих благ, успехов, и чтобы действительно вы не теряли, чтобы ваши ряды не редели. Прошлый год вы пережили достойно, с чем я вас поздравляю. Позапрошлый год был для вас сложнее намного, поскольку вы 3 потеряли. Вот. И полагаю, что ваши ряды будут не только сохраняться, но еще и пополняться за счет тех, которые действительно созреют и встанут в ваши ряды для того, чтобы действительно продолжить это начинание, это доброе дело, которое, в общем-то, действительно только нормальный человек может оценить, понять и действительно и поддержать, в том числе и вот, там, и призами, подарками и прочими моментами. Масса информации идет о патриотизме. Вот разве эти не патриоты гражданской авиации, Республики Коми и России? Это же самые настоящие патриоты нашей страны. Спасибо вам. Спасибо. Благодарим вас за поздравления. А мы продолжаем. Я хотела бы еще сказать, что свои поздравления передавал владыка Петерим. К сожалению, он сегодня не смог подойти к нам, но он тоже свои поздравления вам и благословляет ваш хор. Аплодисменты. Бородино. Встречайте. Что значит русский бой, удалый, наш рукопашный бой? Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный бой. Добрые люди в наше время,
ветеранов. Сверкнуло солнце на крыле. Ты извини меня, что мало с тобой бываю на земле. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Кто решительно смело в прозрачном воздухе поет. Конечно, он не каравелла, но очень тоже самолет. Опять приходится прощаться, и небо зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Летают крыши городские, сирени ждут привет и мне. Я остаюсь часы такие, со всей землей наедине. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять.
вот не может не дать. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Зато и любит небо ночью, что здесь мечтою спорить я. Ты у меня возьми, что хочешь, но только крылья мне оставь. Опять приходится прощаться, и небо зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не дать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Ребята 70-й широты. Первой ночью бегут коллеги, их синеют сплошные дни. На 10-й параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал, ни ряды, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да. 70-й широты. Если надо, значит будут и здесь сады. Пусть петели бушуют рядом, надо будет растоплен ты. А нам не страшен ни вал, ни ряды, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да, 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают круты. Мы проложим пути дороги по закону своей мечты. А нам не страшен ни вал, ни ряды, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да. 70-й широты, 70-й широты, 70-й широты. Хор «Авиарябинушка». Именно они прокладывали путь в небо, управляли воздушным транспортом. Именно они, простые женщины, труженицы, учителя, воспитатели, именно они герои нашего времени. И сегодня следующая песня, которая прозвучит, все вы ее знаете, давайте ее споем все вместе. «Герои спорта». Сейчас я приглашаю к микрофону солиста Владислава Хильченко. И так как мы в Доме развития культуры и искусства очень любим с Ольгой Леонидовной эксперименты, мы приглашаем еще Полину Шучалину. Она участница городского фестиваля «Муза Отечества». Мы решили вот так попробовать объединить два солиста, молодое поколение, старшее поколение и, конечно же, хор «Авиарябинушка». Герои спорта! Наши
в социальных центрах, они выступают везде. У них замечательное осуществление проектов. Это проект, посвященный 50-летию космонавтики, проект, посвященный столетию марша славянки совместно с духовым оркестром Сыктывкарского гарнизона. Это поездка в село Усть-Цельма на юбилей села. И, конечно же, выступление в Театре оперы и балета на 90-летие гражданской авиации. Зрителям нравятся сольные номера самодеятельных композиторов и поэтов. Юрия Калинина, Владимира Сильченко, вы сегодня их слышали, Юрия Попылева, о котором сегодня говорили, который у нас в зале. Он записал и смонтировал много сюжетов и сделал 2 фильма о коллективе. Юрий Попылев в 2013 году выпустил книгу об истории коми-авиации «Крепнувшие крылья», а Юрий Калинин записал несколько сольных дисков с собственными песнями. И мы гордимся тем, что живем с ними в одно время, в одной республике и, конечно же, в нашем самом любимом северном городе. Песня «Северный наш город». Север
Сзади вас.